Добро пожаловать на канал Giveaway Motovlog. Давно не виделись. В общем, собираюсь сейчас выезжать с друзьями в небольшое путешествие. Скажем так, 2 часа дороги, 2 часа на локации, 2 часа назад. Это вот здесь вот неподалеку от Алматы, на расстоянии 100 километров. Ну, там будем по поселкам ехать. Суть не в этом. В этом видео хочу рассказать вам о том, что я с собой беру в такие короткие прохваты. Я не сказал бы, что это путешествие, это короткий прохват. Итак, хотел бы разделить содержимое, то, что я с собой беру, на 2 группы. Первая — это моя одежда. Обычные летние мэш штаны, брюки. Они полностью в сеточку, и в них не жарко. Дальше мэш куртка. Вот. Кроме этого, на себя я одеваю обычный, как это называется, термомайка. Вот. Одеваю вот такие вот длинные гетры. И на шею одеваю вот такую вот балаклаву, чтобы не задувало под каску. Вот они, боты. Боты я всегда одеваю. Кстати, я еду на тяжелом, на КТМ 1090. Теперь по кухне. Кушать будем всего лишь 1 раз. Вот, и я еду с двойкой. А именно со своей дочерью, поэтому взял так, чтобы нам вдвоем с ней хватило. Вода. Я не знаю, будет ли на локации вода. Если там нет родника, ключа какого-нибудь, то лучше взять воду с собой. 2 кружки компактные. У Мирослава будет горелка, поэтому я здесь не показываю вам горелку. Далее 1 бич-пакет такой в чашке и каша гречневая с говядиной. Я беру с собой кастрюльку алюминиевую, она у меня там уже на мотоцикле в кофре лежит, поэтому здесь ее в кадре нет. Ну, в общем, план такой, что кашу гречневую я замочу в этой кастрюльке, ну а дочке, наверное, налью сюда вот горячую воду, и она будет есть бич-пакет. Сок взял ребенку. Так, это таблетки мои, это сейчас не важно. Хлеб взял вот такой вот, впервые решил попробовать. Какой-то необычный хлеб, в общем, цельнозерновой, полезный. Дальше, это у нас, значит, на основное. Вот здесь взял сливочный плавленый сыр для сэндвичей. Обычно он всегда находит себе применение. Хоть не очень полезный. Взял, чтобы подстраховаться, такой вот кофе 3 в 1. Хотя у Мирослава будет кофе, мы будем варить кофе. Пакетик чая можно, кстати, взять вместо него. Паштет тоже хорошо уходит за общим таким столом. Так же, как и сливочный сыр. Его можно прямо наносить на хлеб. К чаю вот такая ватрушка с творогом. Вот такая вот булочка с сахаром. Ну, так, чисто вот подкрепиться. Также к чаю на десерт сникерс. Себе и дочке. Как бы 2 в 1. Вафельки тоже на толпу можно кинуть, да? Яблочко. Вот здесь у меня что лежит? Вчера вот ходил, купил рис. Ну, тут грамм, наверное, 100 риса. Его можно тоже бросить вот в этот корейский бич-пакет. Будет вкусно. Вот. Ну и здесь у меня еще такие колбаски, сырокопченые колбаски. Небольшие. Тоже чисто пожевать на перекусах, на остановках. Вот, теперь, так как там может не быть воды, сейчас я думаю еще вот сюда воду взять. Вообще всегда перестраховываюсь, беру с собой побольше воды. Вот, это топливо для райдера, скажем так, да. То есть у меня вот 1,5, вот литр. Там на чай, на еду, на то все. Ну и на всякий случай еще воду взять, на подстраховаться. Мало ли, вдруг там поломаешься где-нибудь. Ну и чтобы эти видосы были красочные, интересные и оправдывали себя, у меня такая небольшая сумочка. Кстати, мои наклеечки, Giveaway Motovlog. Здесь я вожу свое оборудование. Камера на 360, запасная батареечка заряжается, селфи-стик для группового фото и монопод для камеры на 360 градусов, ну, чтобы не было руки видно в кадре. Вот и все. Так как поездка небольшая, я не беру с собой никаких кабелей для зарядки, батарейки у меня хватит на весь день, поэтому вот такой вот небольшой лайтовый кит. Как вы пакуетесь? Что вы берете с собой? Что бы вы мне порекомендовали брать с собой? Может,
можете предложить то, чем я могу заменить что-то из этих вот продуктов. Ну, салфетки, все остальное у меня там уже лежит на мотоцикле. Поэтому те вещи я показывать не буду. Инструменты, об этом можно говорить в отдельном видео. Все, ставим лайки. Пока.